Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем массовую аварию на улице Вишневского. КамАЗ, манипулятор, снес машин 20, наверное. Столкнулись около 10 автомобилей. Расскажем, почему водитель «Лады Ворокчино» пытался скрыться от автоинспекторов. Далеко ехать? Нет, все, уж приехал. И в чем провинился водитель «Жигулей», который приехал в Казань из Чебоксар и был тут задержан. Я отказываюсь вам что-либо говорить, я уже, по-моему, сказал. Можете, пожалуйста, не снимать меня. А также пожар в поселке Аметьево, последствия попытки выйти на улицу через окно и начало оглашения приговора по обвинению в аферах с машинами больше, чем на 200 миллионов рублей. Это и не только прямо сейчас. Больше 10 автомобилей столкнулись сегодня вечером на улице Вишневского, недалеко от развязки с Аметьевской магистралью. Перекрытыми оказались все 5 полос движения. На оживленной магистрали было парализовано полностью. 2 полосы автоинспекторы освободили в половине 7 вечера, чтобы город не встал в одной большой пробке. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции 50-летним водителем КамАЗа. Он на скорости въехал в автомобиль, стоящий в заторе. «Ладу» 15-й модели после погони остановили автоинспекторы на улице Вагонная. Водитель не подчинился требованию об остановке, посильнее нажал на газ, попытался уйти от преследования и скрыться от сотрудников ГИБДД, превышая скорость и проезжая перекрестки на красный свет. Далеко ехать надо? Нет, все, уж приехал. Он приехал в прямом и переносном смысле слова. Что-либо скрывать молодой человек не стал. Попался, значит, надо отвечать. Сел за руль трезвый, но ездить права не имел. Водительского удостоверения у молодого человека нет. Он их никогда не получал. Не был прав. Отучился уже. Надо идти на экзамен. Еще не сдавал даже. Только подошла. Когда автоинспекторы попытались его остановить, он не придумал ничего лучше, чем посильнее нажать на газ. Сначала двигался по главной дороге поселка Ворокчино, потом решил затеряться в переулках между частных домов. Но опыта вождения у инспекторов куда больше, чем у молодого человека, и его план провалился. Машину купил раньше, чем получил заветную корочку, и не смог совладать с соблазном. Машина чья? Моя. А давно без прав ездишь? 2 недели. Сесть за руль молодому человеку предстоит еще не скоро. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Ему же самому за езду без прав придется заплатить крупный штраф. Олег Ирудинова, Константин Бушуев, Вызов-112. «Жигули» 5-й модели с номерами Чуваши остановили автоинспекторы на улице Кулахметова. В салоне были 3 молодых человека. Состояние пассажиров сотрудников ГИБДД не интересовало. Вот у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Я отказываюсь вам что-либо говорить, я уже, по-моему, сказал. Можете, пожалуйста, не снимать меня. Отказываюсь. Это, пожалуй, все, что говорил 26-летний водитель «Жигулей» после того, как автомобиль на улице Кулахметова среди ночи остановили автоинспекторы. В салоне были его друзья, к которым он приехал в гости из Чебоксар, и с которыми он катался по ночной Казани. Они говорили, что не видели, что их товарищ пил, но стопроцентно утверждать, что он трезв, они не брались. Должен быть трезвый, конечно. У автоинспекторов было совершенно другое мнение. Они при понятых отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме. Осветить с прибором алкотестер просто на состояние алкогольного опьянения. Вы согласны проверить? Отказываюсь. Понятно, слышите? Громче скажите, пожалуйста. Отказываюсь. Не пожелал молодой человек и проехать в больницу на медицинское освидетельствование. Предлагаю вам пройти освидетельствование в медучреждении на состояние опьянения. Вы согласны проехать в медучреждение? Отказываюсь. Еще раз громче скажите. Отказываюсь. Ехать в больницу не будете? Ехать никуда не будете. Дальнейший путь водитель «Жигулей» с друзьями продолжит уже пешком. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Молодому человеку теперь, вероятно, придется выплатить штраф 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Это как решит суд. Диляра Исупова, Константин Бушуев, Вызов-112. В одном из супермаркетов на улице Декабристов продавец избил покупателя. Такое сообщение сегодня днем поступило в скорую помощь и полицию. По предварительной информации, посетитель попытался что-то вынести из магазина мимо кассы. Мелких воришек и людей, которые забывают оплатить покупки, там много. Это заметил продавец, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, не сдержал эмоций и избил задержанного. Медики после осмотра приняли решение о его госпитализации. Продавец убежал с места происшествия, сейчас его разыскивают.
Мужчина неудачно вышел из окна одного из домов на улице Короленко. Он рассказал, что ключей у него не было, самого закрыли дома, а выйти на улицу очень хотелось. Не придумал ничего лучше, как вылезти из окна. Ему показалось, что не очень высоко, все-таки первый этаж, но расстояние до земли он не сопоставил со своими акробатическими возможностями и упал на асфальт. Скорую помощь вызвали прохожие. Мужчина жаловался на боль в ногах. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего и с переломом обеих бедренных костей его доставили в 7-ю горбольницу. Строящийся трехэтажный частный дом вспыхнул сегодня днем на улице Аметьевская. Люди в огне не пострадали, там еще никто не жил. Горел утеплитель и строительные материалы снаружи строения. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, и сейчас дознавателям предстоит установить точную причину возгорания. Ну а сегодня в Приволжском суде Казани начали оглашать приговор бывшему менеджеру одного из крупнейших автосалонов Айрату Файзулину, обвиняемому в мошенничестве с автомобилями на сумму в 200 миллионов рублей. Клиенты, обратившиеся к нему, в конечном итоге лишались и автомобилей, и денег. Действовал он с 2014 по 2019 годы и за это время обманул сотню человек. 100 обманутых человек на 200 миллионов рублей. Кто-то лишился одной машины, что тоже неприятно. Кто-то, для кого купля-продажа автомобилей была бизнесом, потерял все. Следователи установили, он, будучи сотрудником крупной сети автосалонов, убеждал своих клиентов, что может помочь выгодно купить нужный автомобиль и также выгодно машины продать. Первое время так и было. Обвинение считает, таким образом Айрат Файзулин нарабатывал лояльную клиентскую базу. С целью получения возможности хищения как можно большего количества имущества потерпевших неоднократно получал от них автомобили, помогал с их реализацией, а полученные от реализации автомобиля денежные средства передавал потерпевшим в короткий промежуток времени, тем самым создавал у потерпевших впечатление, что он является человеком, выполняющим взятые на себя обязательства. Впоследствии машины ему передавали не только для продажи, но и для диагностики. Причем доверяли молодому человеку так, что вместе с автомобилями отдавали и все документы с полным набором ключей. В какой-то момент люди остались без автомобилей и без денег. Нияз Тюмаев отдал на реализацию 2 автомобиля. Деньги ему обещали через 2 недели. Но когда они прошли, понял, что остался без всего. Машины уже проданы, а денег нет. Первую машину нашли здесь, в Казани, в автосалоне, и машина она стояла. То есть они выставили ее в объявлении на продажу. Вот вторую машину, буквально недавно только мы ее изъяли. 7 марта ездили за ней в Самару. Там уже по ней новый собственник. Переоформили эту машину уже на самарских номерах. Ездили, изымали вместе с оперативниками. То есть обе машины, которые у меня есть, они на сегодняшний день найдены и стоят на штрафстоянках и ждут решения суда. Говорить открыто решались не все потерпевшие. Один из клиентов Айрата Файзулина рассказал, тогда потерял сразу 8 миллионов рублей. Дом, который был построен давно, я продаю его и продаю квартиру. И где жить с семьей, я реально просто не знаю. Звонят с Чебоксаров, звонят с Казани, звонят с Москвы. Тоже сдавали автомобили, ему тоже, как бы он втирался, грубо говоря, в доверие. Все знакомы с ним минимум год, 2, 3. Таких историй десятки. Согласно материалам дела, действовал он с 2014 по 2019 годы. Свою вину признал частично. Сам подсудимый что-либо комментировать сегодня не стал. В деле более 60 томов. И ожидается, что оглашение приговора займет несколько дней. Окончательное решение суда Айрат Файзулин выслушает 5 мая. Алсу Ахмедянова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.